Доброе утро, Якутия. Доброе утро, дорогие телезрители. В эфире телеканал ФНВК Саха, Якутия-24, передача «Утро Якутии». На календаре 19 июня и всю неделю вместе с вами буду я, Руслан Ачиров. И вот что мы сегодня покажем в нашем выпуске. Сегодня в мире отмечают День бабочек, и в честь этого дня мы вам расскажем о людях, которые коллекционируют эти прекрасные создания. Также поговорим про развитие детского спорта, день, который отмечается также сегодня. У нас в гостях будет именитый тренер, который подготовил не одно поколение юных футболистов. Узнаем, где можно заниматься футболом, кого и как отбирают, а также узнаем про летнюю программу спортивных соревнований. Далее мы расскажем о новых штрафах в ПДД, которые будут вступать уже этой осенью. Тему дорог продолжим сюжетом о девушке, которая увлекается мотоциклами. И традиционно покажем наши рубрики. Ну а в конце нашего эфира мы вам расскажем о новом приложении национальной вещательной компании «Саха», который запустили буквально на днях. И более подробно о нем нам расскажет наш гость в студии, наш коллега из отдела интернет-вещания. Так что оставайтесь вместе с нами. Не забываем следить за новостями в нашем телеграм-канале «Утро Якутии». Обязательно подпишитесь и будьте вместе с нами. Ну а по традиции, конечно, в начале нашего выпуска я предлагаю узнать, какая погода за окном. Сегодня, 19 июня, в центральных районах республики температура воздуха 16-18 градусов. В заречной группе Лусов от 13 до 19 градусов выше нуля. В южных районах 16-19, в Вилюйской группе Лусов 15-18 градусов, в Нижнеленских 16-18, в западных районах от 14 до 20 градусов тепла, в Колымо-Индигирской группе Лусов 12-17 градусов, в Янских от 10 до 20 градусов, на северо-западе республики 9-12 градусов плюс. Температура воздуха на 6 часов утра в городе Якутске составила 17 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Порывы от 9 до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 28, плюс 30 градусов. Сегодня, 19 июня, традиционно отмечается Всемирный день детского футбола. Секрет популярности футбола в его простоте и универсальности. В него можно играть где угодно и чем угодно. И говоря об этом дне, мы хотим сегодня с утра вам показать сюжет наших коллег из города Томот Алданского района. Узнаем, как развивается этот вид спорта в этом населенном пункте. Герман Закарян пришел в футбольную команду совсем маленьким. За короткое время способный мальчик овладел секретами футбольного мастерства и стал голкипером. Однако, получив травму колена, долгое время не играл. И все это время мальчишка мечтал вернуться на поле, и только благодаря упорству, тренировкам и поддержке друзей и тренера смог вновь оказаться в команде. Чем мне нравится футбол, то что я могу заниматься и участвовать в разных соревнованиях. Узнала я о футболе, когда мой младший брат пошел на футбол. Сегодня Герман со своей командой участвует в товарищеском футбольном матче между спортсменами 2012-2013 годов рождения. Больше всего за своих воспитанников болеет тренер Олег Артемов. Хотим выразить огромную благодарность тренеру наших детей Артему Олегу Валентиновичу. Ребята очень серьезно подошли к этому матчу, тренировались как в спортзале, так и на поле. Перед тем, как прийти на футбол, я учился в музыкальной школе и закончил ее по фортепиано. Мы с другом гуляли и пришли на стадион поиграть. Тут шел футбол, я решил попробовать. Вот так вот я познакомился с футболом. О том, что в Томоте к футболу и футбольному движению уделяют серьезное внимание, видно по спортивной экипировке и инвентарю. Спортивная форма была приобретена в непосредственном содействии и участии родительского комитета. Многие занимаются этим видом спорта, всем нравится, и мне нравится тоже наблюдать за спортсменами, такими вот футболистами.
Как и эти мальчишки, почти 10 лет назад в такую же дружную дворовую команду пришел судья сегодняшней встречи, ныне воспитанник ДЮСШ Кирилл Федосов. Друг позвал в детскую юношескую спортивную школу, и там я начал заниматься футболом профессионально. Соревнований нужно объездить очень большое количество, чтобы прийти к такому большому результату, как лучший вратарь Республики Саха-Якутия. Сегодня игра завершилась со счетом 5-2 в пользу команды «Томот». Но это не главное. Томотским мальчишкам повезло. У них есть опытные наставники, душой болеющие за их будущее. И пусть, если они даже не станут новыми Месси, Яшинами и Роналду, заложенный в них спортивный характер борца в любом случае поможет им обрести в жизни нужную опору и уверенность. Роман Сливкин, Игорь Тупицын, Ренат Нахиев, Виолетта Сыроветник, Томот. И сегодня мы пригласили к нам в студию человека, который развивает детский футбол у нас в регионе. Это Василий Ивочкин, заслуженный тренер Республики Саха-Якутия по футболу. Василий, доброе утро. Доброе утро. Василий, вы частый гость в нашей программе, но сегодня мы в частности поговорим про детский футбол. Можете нам рассказать, сколько сегодня в регионе существует детских футбольных клубов и где они располагаются? Знаете, у нас в основном футбол развивается, естественно, в городах. Основным центром является Якутск, но хотелось бы начать, конечно, на тех городах, где у нас футбол более-менее находится на таком детском хорошем уровне. Это город Нерюнгри, там вообще есть возможность заниматься на таком настоящем, в кавычках, скажем, поле для уже для детей. Там есть трава, естественно, это город Алдан, город Мирный. Там у нас сейчас был сюжет, это где именно футбол развивается. И есть наши периферийные центры, это Мегинский улус, там хороший футбол развивается очень серьезно. Усть-Алданский, в Намцах у нас футбол. Соответственно, и основная все-таки, конечно, работа ведется в городе, потому что здесь количество населения больше, соответственно, и те желающих, и активных именно этим видом спорта, футболом занимающихся у нас в республике. А есть информация, сколько в целом детей занимаются в футбольных клубах? В футбольных клубах у нас по данным на 2020 год более 2000 детей. Но мы должны понимать, что приток детей идет постоянно. Дети, кто-то уходит, в основном старшие, то есть они переходят уже в недетский футбол, да, а маленькие дети приходят, естественно, начинают заниматься, примерно что-то идет где-то с 6 лет. Конечно, дети начинают у нас и пораньше заниматься, где-то в каких-то коммерческих клубах и в 4, и в 5 лет. Основная статистика это более 2000 человек. Сейчас думаю, точную цифру не скажу вам, она чуть меньше, скажем, 2500 и больше 2000 человек. Это постоянно дети, которые активно у нас футболом занимаются. А насколько активно дети идут в этот вид спорта? Дети очень любят футбол. Естественно, это игра. У нас все время есть такой диалог с нашими юными футболистами. Мы им объясняем, вам повезло, вы играете, вы все время приходите, получаете удовольствие. И потому что, допустим, в других каких-то видах спорта, там единоборства больше, да, какие-то, или борьба с самим собой, то вы тут приходите обыграть соперника, вы обыграли, вы получили удовольствие. Если даже у вас не получился какой-то положительный результат, у вас всегда есть завтра возможность отыграться и с хорошим настроением пойти домой. Соперник ваш будет стараться вас выиграть, скажем так, послезавтра. Поэтому дети охотно идут заниматься футболом. И задача тренеров вообще наших, всех и республиканских, и российских, конечно, и, наверное, и во всем мире такая задача стоит. Это массовое привлечение, и именно, чтобы дети приходили и занимались с удовольствием, уходили, скажем так, чуть-чуть недотренированные, чтобы они рвались, и утром у них было огромное желание проснуться, подготовиться к занятиям и с удовольствием встретить своего тренера. То есть нужно найти такой баланс, да, в тренировке? Да. Самое главное в тренировке, чтобы дети имели мотивацию. Потому что мы все понимаем, чем игра отличается, допустим, там же не только положительные какие-то есть моменты, там горечь поражения всегда ты испытываешь, да, всегда. В какой-то игре в основном, если это соревнование, то там кто-то должен выиграть. Значит, проигравший он получает, как правильно, такие, не очень приятные ощущения, но он же ведь и с этим чувством он должен постараться отыграться. Поэтому дети очень любят футбол, потому что там, в футболе же ведь не только выиграть, это сильная команда. Футбол чем хорош, что команда, которая чуть-чуть может быть слабее,
своего сильного соперника все-таки можешь победить в силу каких-то определенных обстоятельств, там, игровых моментов, везений, ну и так далее. А в этот летний сезон какие у вас планы и будут ли проводиться спортивные соревнования? Ну, у нас флагманом нашей республики является Республиканская футбольная школа, детский футбольный центр Якутии, нам присвоен статус. Основные соревнования, конечно, подводятся под эгидой нашей специализированной школы. Это дальневосточный уровень. У нас сейчас идут ребята на соревнованиях, они участвуют, 2010-е и отдельно 2009-е. И также у нас сейчас проводится юношеская футбольная лига. Это достаточно крупный турнир по всей России. Его проводит Российский футбольный союз. Финансируются все, значит, перелеты, переезды, питание, проживание и так далее. Все за счет Российского футбольного союза. Плюс сейчас какая-то есть привлеченных средств. Но вот эта основная масса, мы все понимаем, как бы средств уходит именно на это. И поэтому любой детский турнир или юношеский турнир, да, он, конечно, такой достаточно расходный. И вот у нас сейчас с 2007 года ребята играют в юношеской футбольной лиге. Они начали, как раз у нас в субботу был 5-й тур юношеской футбольной лиги, зона Дальний Восток. И наши местные команды встречались. Вот 2007 года ребята и 2008 года ребята. Начинают играть те ребята, которые помладше, потом их старшие ровесники продолжают. Но там уже все по-настоящему. Поле, время, естественно, правила, ну и так далее, судейство. Вот это достаточно такой крупный, серьезный турнир, в который все ребята с нашей России стремятся попасть, потому что за ним очень внимательно следят их селекционеры и топ-клубы нашей, как говорится, страны. Поэтому есть возможность себя проявить и в дальнейшем развивать свою карьеру как вот футболиста, ребенка-профессионала. А есть ли какие-то предпосылки, вот как понять, что ребенку можно пойти в футбол, и есть ли какие-то ограничения, то есть всех ли берут или есть какой-то отбор? Ну, на первоначальном этапе, конечно, берут всех детей, потому что, я думаю, нет таких специалистов, которые сразу вам на взгляд или по одной тренировке скажут, ну все, этому мальчику футболом заниматься не надо, а этому из этого мы звезду сделаем через 15-20 лет, он там у нас будет профессионалом. Поэтому, соответственно, какие-то критерии есть, но самое главное — это массовость. И оттуда уже мы смотрим на наиболее способных детей, но на это нужно время. Ваши пожелания вкратце с этим знаменательным днем, с праздником нашим зрителям? Ну, во-первых, хотелось бы, конечно, всех детей поздравить с этим замечательным праздником. Все-таки День всемирного футбола. Это праздник, который вносит детям удовольствие. Поэтому всем желаю, самое главное, приходите с удовольствием на тренировку, любите футбол и всем крепкого здоровья. Спасибо, Василий. Ну, а мы продолжим после небольшой паузы на новости. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. На площадке Петербургского международного экономического форума в 2023 году подписано более 900 соглашений на общую сумму почти 4 триллиона рублей. Причем речь идет только о тех соглашениях, объем которых не является коммерческой тайной. Поэтому общая сумма может быть еще больше. В мероприятиях форума в живом и виртуальном формате участвовало более 17 тысяч человек из 130 стран. Наиболее многочисленными стали делегации Арабских Эмиратов, Китая, Индии, Мьянмы, Казахстана, Кубы и Соединенных Штатов Америки. Восточный экономический форум состоится во Владивостоке 10-13 сентября этого года. Об этом сообщил советник президента Антон Кобяков. Говоря о других предстоящих мероприятиях, Кобяков напомнил, что 28-29 июня пройдет форум «Сильные идеи для нового времени». Далее форум будущих технологий. В этом году они будут посвящены квантовым технологиям. 26-28 июля в Петербурге пройдет саммит Россия-Африка. В его рамках состоится экономический и гуманитарный форум «Россия-Африка». Осенью этого года также предстоит провести Российскую энергетическую неделю и Российский винодельческий форум.
На площадках Петербургского международного форума прошло заседание участников РКИ «Россия-Азия. Развитие на основе доверия». На мероприятии выступил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов. Он отметил, что Российско-азиатский консорциум арктических исследований во главе с СВФУ активно вовлекает к сотрудничеству регионы. Значение роли межрегионального сотрудничества растет. Не все решения можно найти в центре, поэтому необходимо опираться на региональные инициативы, которые могут сформировать платформу, видение и дать предложения для наиболее оптимального развития, отметил Корчунов. Конечно, Арктика – это особенная территория, касаемо и развития и экономики, и социального развития, касаемо поддержки народов, которые проживают, подготовки кадров, научных исследований и технологий, которые должны быть включены в Арктику. И особенно хочется отметить, что год назад мы на базе нашего университета и при поддержке Северного форума и наших партнеров и других университетов и организаций создали Российско-азиатский консорциум по арктическим исследованиям. Университет действительно работает сейчас на очень большом серьезном уровне не только в России, но и становится хорошей площадкой для обсуждения вопросов, которые касаются развития в мировом плане. Всего 104 студента отряда «Дорожник» пройдут летнюю трудовую практику на объектах реконструкции, капитального ремонта и содержания федеральных трасс в республике. Работая в стройотряде, студенты обретут огромный практический навык, опыт работы дорожника, а также для них открывается возможность будущего трудоустройства. В целом, в текущем году подрядные организации предоставляют 1191 рабочее место в строительных отрядах и еще 871 в рамках учебных и производственных практик в субъектах страны. При этом на всех объектах обеспечено соблюдение требований охраны труда и трудового законодательства. В День народных художественных промыслов стало известно об учреждении стипендий руководителя республики народным мастерам. Глава региона подчеркнул, что народные промыслы являются брендом республики, а народные мастера – хранителями исконных традиций, духовного наследия, истории и мировоззрения народа. При этом народные мастера не только приумножают национальное достояние, но и сохраняют его, бережно передавая своим ученикам. Объявление стипендиатов же состоится 25 ноября в День Аланхо в республике. За 5 месяцев 2023 года турецкую Анталию посетили 783 тысячи россиян, что в 2 раза превышает число граждан России, посетивших эту провинцию в аналогичный период прошлого года. Помимо курортного юга, российские туристы посещают и другие направления. Турсектор, являющийся одним из мощных локомотивов турецкой экономики, развивается стремительно. Строятся новые гостиницы, улучшается и множится сопутствующая инфраструктура. Эксперты оптимистично смотрят на перспективы нынешнего турсезона. Доброе утро всем, кто к нам присоединился. Сегодня 19 июня, и в этот день празднуют, например, День посадки в Парагвае, День поцелуев в Великобритании и День независимости в Венгрии. А какие еще праздники отмечаются сегодня на календаре, мы узнаем из нашей постоянной рубрики «Даты и события». Сегодня Международный день прогулки, Всемирный день детского футбола и Всемирный день мотоциклиста. По православному календарю в этот день отмечается память преподобного Иллариона Далматского, которого также принято величать новым. На Лариона так на Руси называли святого Иллариона. Было принято выходить в поле и пропалывать его от сорняков. «Пришел Ларион, дурную траву из поля вон», говорили крестьяне. В народе знали, если вовремя не справиться с сорняками, они сами тебя по миру пустят. Это день в истории. В 240 веке до нашей эры греческий ученый Эратосфен Киренский впервые в мире вычисляет длину земного меридиана. В 1739 году капитан Мартын Шпанберг на построенных на Камчатке судах достиг Японии, где по приказу императрицы Анны Иоанновны ознакомился с ее политическим строем, обследовал порты и предпринял первые шаги к установлению торговых отношений. В 1762 Российская империя заключила мирный договор с Пруссией. В 1787, находясь в Полтаве, Екатерина II присвоила князю Потемкину титул князя Таврического. В 1899 в России утвержден монетный устав завершения финансовой реформы Витте.
В 1919-м в Советской России учрежден Государственный гидрологический институт. В 1920-м Совнарком РСФСР образовал Всероссийскую чрезвычайную комиссию по ликвидации безграмотности. В 1974-м канадский инженер Дон Бейтман подал заявку на патент о системе предупреждения близости Земли, впоследствии спасшей тысячи жизней. В 1999-м вышла первая версия популярнейшего онлайн-шутера Counter-Strike. В 2010-м открыты станции Достоевской и Марьиной Рощи, Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. В этот день родились в 1623-м Блез Паскаль, французский математик, механик, физик, литератор и философ. В 1786-м Федор Глинка, русский поэт, публицист и прозаик. В 1927-м появился на свет Владимир Кунин, российский писатель, драматург и сценарист. В 1945-м родилась Наталья Селезнева, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. В 1974 году Николай Бурлак, российский танцор, певец, актер, телеведущий, режиссер и сценарист. Именины сегодня отмечают Виссарион, Елисей, Ефим, Илларион, Иоанна, Сафрон, Сусанна и Фёкла. Еще одна дата, которая отмечается сегодня, это День бабочек. Этот день приурочен не просто бабочкам, как красивейшим созданиям, но и тому, чтобы защищать их. Ведь многие из них являются редкими или вымирающими. Моя коллега Туяра Филиппова встретилась с любителем природы и единственным коллекционером бабочек в Якутске Романом Шавловым. Эдиус, да, Аполлон. Это наш восточно-сибирский Аполлон, ну так, если по-русски говорить, и он как раз вокруг Якутска водится. Роман Шавлов может часами рассказывать о своем увлечении. Бабочки он начал собирать 7 лет назад, и сегодня в его коллекции насчитывается порядка 1000 экземпляров. Тут не только наши северные, но и красочные, тропические, легкокрылые. Однако именно редкими экземплярами, которые водятся только в Якутии, Роман особо гордится. После громкого открытия нового подвида на Момском хребте парусника Арбугаева в 2019 году недавно случилась еще одна сенсация. Совершенно новый подвид – арктический парусник, совсем недавно официально зарегистрирован, и его назвали именем Шавлова, что особо греет душу коллекционера. Это небольшая бабочка, вот, и у них у всех одинаковое кормовое растение, вот, хохлатка городкова. Именно вот эту хохлатку городковую и надо охранять. То есть, если какие-то горные работы, например, дорогу будут какую-то строить, или какие-то разработки полезных ископаемых, бульдозерами вот эти все особи уберут, и все. А сколько еще неизвестных подвидов и новых открытий предстоит сделать ученым в будущем, остается только гадать. Ну, я считаю, что неоткрытых процентов, из дневных бабочек процентов 20 не открыто от 100. Это из дневных. А из ночных все 80, потому что никто не занимается ночными, и ночью уже это специальные надо ловушки световые ставить, чтобы они летели. А у нас еще белые ночи, это проблема ловушку такую поставить. И вообще ночные бабочки гораздо хуже изучены. Век бабочек недолог. Живут они в среднем всего 2-3 недели. И Роман, коллекционируя их, продлевает эту красоту и дарит их людям. Занятие это не только увлекательное, но и трудоемкое, требующее большого терпения, ведь только для того, чтобы расправить бабочкам крылья, нужно несколько часов. И надо определенной нежностью пинцета обладать, чтобы вот эти крылышки расправить. Ну, представляете, например, мокрую промокашку, бумагу. И вот представьте, размоченная бабочка, она как раз имеет такую вот... То есть чуть-чуть не так, крылышко порвется. Оно же очень тонкое. Ну а мечтает натуралист собрать полную коллекцию всех видов бабочки-бархатца. Сейчас их у него около 30, а всего существует более 100, от Алтая до Приморья, не считая зарубежных. Туяра Филиппова, Семен Афанасьев, Якутск. И надо отметить, что в этнографическом центре Чучур-Муран, где выставлена коллекция бабочек Романа Шавлова, находится необычная картина. Если вы заметили в сюжете, там изображены деревянные старинные башни. Кстати, она создана из крыльев бабочек.
А автор этой работы – художник Вадим Зарицкий, живет в городе Липецке. Он единственный в России художник, который создает свои картины в такой необычной технике. И мы связались с ним, моя коллега Катерина Винокурова записала накануне интервью. Давайте посмотрим. Вадим Зотикович, доброе утро. Мы поражены красотой ваших картин. Вот как можно создавать такую красоту из такого хрупкого материала, как крылья бабочек? Вот откуда же у вас столько терпения и, главное, откуда вы достаете столько крыльев бабочек? Доброе утро. Здравствуйте. Ну, для того, чтобы объяснить, насколько это кропотливая работа из такого хрупкого материала, но стоит заметить, что я занимаюсь энтомологией уже более 30 лет, и уже за это время научился обращаться с этим материалом. Вот. Крылья бабочек, они действительно очень хрупкие, и иногда приходится брать лишь небольшие фрагменты какого-то определенного цвета, чтобы изобразить то или иной объект, который мне хочется. Ну а сами крылья, конечно, добывались различным способом. Иногда я не могу пройти мимо сбитой машиной бабочки, лежащей на дороге. Иногда я обращаюсь к друзьям-энтомологам, которые путешествуют по разным нашим регионам или различным другим странам. Вот, они с большим удовольствием отдают мне то, что им не удается использовать для коллекций, каким-то другим образом реализовывать для обмена. И вот этот так называемый брак, я даю ему вторую жизнь. Отрадно, что среди этого материала встречаются бабочки, ловленные когда-то, еще в 50-е годы, известными российскими энтомологами и учеными. Таким образом, мне даже приятно прикасаться к этой энтомологической истории, когда я с этим работаю. Еще хотелось бы добавить, что очень большую помощь мне оказывают так называемые дома живых бабочек, в которых тропических насекомых держат для показа, для туристов. Вот. Но они, естественно, век их недолг, они часто там погибают рано или поздно. И, слава богу, они этот материал иногда не выбрасывают, а отдают мне, что я принимаю с большим удовольствием. Потому что такой гаммы цветов, как в тропических бабочек, найти не везде удается. Но плюс я немного путешествовал, посещал дилеров, где они также за дешевое вознаграждение, значит, отдавали мне все, что им было не нужно. А я уже на свое усмотрение использовал в своих работах. Наверняка это очень кропотливая работа, подбирать по цвету и по размеру крылышки. В среднем сколько времени уходит на создание одной картины? По времени это занимает иногда от 3 дней, иногда до года. Дело в том, что, как это не пафосно звучит, если нет вдохновения, то работать и с этим материалом также трудно. Поэтому иногда картина вообще рождается сначала в голове, а потом зависит от размеров самого полотна. У меня есть работы, которые где-то 1 метр на 2, есть даже больше. На эти работы уходит дольше времени. Кроме вас, есть ли еще художники, которые работают с таким же материалом? И есть ли вообще официальное название техники этой работы? В этой технике, возможно, кто-то и работает. Я видел некоторые работы вьетнамских художников, но я вам скажу так, что то, что я сейчас назову, это является, с моей точки зрения, обратным импрессионизмом. Потому что художник-импрессионист, когда смотрел на пейзаж, сначала впечатление производил пейзаж, а потом он уже подбирал краски. У меня все наоборот. Сначала я вижу в крыле бабочки какой-то определенный цвет или какую-то необыкновенную гамму или какую-то текстуру, и потом уже я с помощью этой краски, с помощью этих крыльев создаю работы. Официального названия, конечно, этого нет. Но в том ключе у каждого художника свой стиль. В этом стиле, пожалуй, наверное, я один. Я пока что не видел никого, кто бы еще таким образом работал. Среди ваших работ имеется несколько картин на тему Якутии. Интересно, чем же вас так привлекла наша республика? Якутия – это, наверное, один из самых экзотических регионов нашей страны. Ездил я туда 2 раза в своей жизни. Та атмосфера, которая присутствует в этом регионе, это вечная мерзлота, она будет невероятную фантазию. И именно это и привлекало, наверное. Там же
самобытные вот эти вот люди, которые пасут оленей, вот эти ландшафты необыкновенные, едва освободившаяся ото льда Лена, это все не могло не повлиять. Вечная мерзлота, которая мерещится в каждом камне, мерещится бивень, мамонт и так далее. Это очень мне понравилось, две эти экспедиции, это неизгладимое впечатление моей жизни. А где можно увидеть ваши работы? Ну, работы мои можно увидеть в художественном салоне города Москва и в основном в интернете. К сожалению, я уже несколько лет не выставляюсь, как бы работаю в стол, создаю некий фонд картин. Почему? Потому что каждая выставка у меня экспонирует новые работы. И пока я новых работ на выставку не наделаю, грубо говоря, я не стремлюсь ее выставить. Что вы хотите донести до зрителя вашими работами? С моей точки зрения, каждая картина – это законченная мысль. Это не просто иллюстрация. Поэтому в свои без малого 60 лет мне есть чего сказать зрителям, есть чего сказать людям. И прежде всего, моя картина – это некий посыл, некий разговор со зрителем. И второе, я стараюсь рисовать то, что я люблю, и то, что я считаю красивым. Поэтому все вот эти грибы, натюрморты, ландшафты, которые получаются у меня там в той или иной степени, это, как правило, то, что я считаю красивым, и то, что я хочу, чем я хочу поделиться со зрителями и другими людьми. Спасибо за внимание. Большой привет Якутии и замечательным людям, которые населяют. Всего доброго. До свидания. Вадим Зотикович, спасибо вам огромное за интервью. Вам удачи и творческих успехов. Утверждены новые разновидности неисправностей автомобилей. За них станут штрафовать, начиная с осени. К ним причисляют шипованную резину, если ездить на ней летом. За зимние нешипованные шины платить штраф не придется. В зимний период санкции ждут за летнюю резину. Водителям грузовых машин номер 2 и номер 3 автобусов М2 и М3 надо иметь цепи противоскольжения, если нет зимней резины. Требования к износу не изменились. Чтобы проверять его, закупили особые штангенциркули. Также с осени есть риск угодить под санкции при установке в фарах источников света с классом, не соответствующим оговоренному в документах. Неисправный штатный автокорректор фар также посчитают нарушением. Еще нельзя будет передвигаться с нефункционирующей АБС. В существующих правилах запрещается размещение предметов, загораживающих обзор. Ну а сегодня на календаре также отмечается День мотоциклиста. И отмечая эту дату, мы решили встретиться с любителями высоких скоростей. Наша коллега Катерина Винокурова специально съездила на Вилюйский тракт, где и поговорила с любителями двухколесного транспорта. Стоять не нужно, долго искать место для парковки тоже. Неудивительно, что многие пересаживаются на два колеса. Только в Якутске неофициальное мотосообщество насчитывает более 100 байкеров. Кристина Залялова, предприниматель, занимается риэлторскими услугами, а в душе экстремалка. На мотоцикл пересела 3 года назад. Это вот реально вот чувство свободы такое невероятное, то что прям ты вот едешь, ты один как с ветром навстречу, и прям очень солнце светит, все такое яркое, и прям ощущение такое, не передать даже, наверное, словами. Каждый, наверное, должен испытать когда-нибудь. С виду и не скажешь, что эти миниатюрные хрупкие девушки – участницы мотосообщества. Хоть Кристина и экстремалка, о хрупкости девушки говорит внешний вид ее двухколесного транспорта. Как-то вот захотелось добавить немножко девчачьего, потому что мотоцикл сам по себе брутальная вещь, как бы. Но я вот с одной стороны оставила его черным, как бы оставив эту часть более брутальная, а розовая как бы за девчачесть отвечает. Детишки очень радуются, девочки, мальчики, подростки тоже вот, как бы все машут там, что-то кто-то показывает пальцем, кто-то фотографирует бывает. Сигналят, да, просят пошуметь там, да, на светофорах. А эти бруталы – мужская часть сообщества. Девчонок не обделяют, напротив, дружат и поддерживают. Да, они долго собираются. Там бывает даже по 2 часа ждем.
У Вячеслава, в свою очередь, мотоцикл – мечта детства. Как и обычный деревенский парень, в детстве тоже катались на советских, да, ну не советских, а российских мотоциклах. Да, с детства мечтал. Именно производителя Suzuki. 600 кубов, 128 лошадиных сил, максимальная скорость 287 км в час. Скорость и ощущение свободы манит всегда, но этот зов должен уравновешиваться с чувством опасности. Ответственный байкер, вне зависимости от половой принадлежности, в первую очередь думает не только о своей безопасности, но и остальных участников дорожного движения. Соблюдает ПДД, надевает защитную экипировку и уважительно относится к другим водителям. Впрочем, каждый участник дорожного движения не должен терять бдительность. Если думать как за себя, так и за возможные действия других, то и на дорогах будет спокойнее и безопаснее. Катерина Винокурова, Владимир Павлов, Якутск. Мы продолжаем наш эфир, и сейчас наша традиционная рубрика «Сад и огород». Все, наверное, уже завершили свои работы по посадке и пересадке саженцев, и, наверное, слегка появилось время для отдыха. Мы хотим сегодня вам рассказать о комнатных растениях, которые будут украшать ваш дом своим видом и масштабом. Доброе утро, меня зовут Татьяна, я являюсь владельцей магазина «Цветы и люди», и сегодня мы с вами познакомимся с разными видами монстер, как они выглядят, как они растут и как у них появляются новые листья. Смотрите, это у нас прекрасная монстера минима, монстера крупная. Она уже взрослая достаточно, такой монстере примерно где-то года 4. Листики у нее небольшие, но все резные, все красивые, все уникальные, одинаковых листьев нет. Новые листья светло-зеленого, такого даже салатового цвета, не очень крупные. Появляются листики вот так. Если приблизить, вот можно видеть зачаток нового листа, который скоро появится и раскроется. Далее у нас идет более редкий сорт монстеры. Это монстера селтипикана. Она такая у нас уже, лист немножко другой, такой более сердцевидный, и оттенок у нее серебристый, как можете заметить. Новые листья у нее зеленые, но со временем пигмент придет при ярком рассеянном освещении. Листики у нас как раз таки вот так раскрываются. Новые листья не рекомендуем раскрывать самостоятельно, природа сама сделает свое дело. Также есть монстера Monkey Leaf. Вообще у этого вида монстеры есть много разных названий, но они все очень сильно похожи между собой. У них различия буквально в размере разрезов вот этих вот дырочек на листе, но внешний вид и форма самого растения, она достаточно похожа. Еще один редкий сорт монстеры – это монстера пинатипартита. Вы можете увидеть, что у нее такой рельефный достаточно лист. Вот он отражается, весь рельеф. Лист выпуклый, не гладкий, листья крупные достаточно. Такая монстера, она визуально выглядит как шапка, но это ампельное растение. Растет оно тоже не спадает. Новые листья глянцевые, маленькие, пигмент у них не ярко выражен, так скажем. Но со временем это растение наберет свою силу, эти листья станут более темными, более упругими и плотными. И завершает нашу сегодняшнюю рубрику эта красотка, это монстера делициоза, любимица дизайнеров. Ее обожают просто люди ставить к себе в квартиры. Молодые листья у нее появляются без прорезней. Если не хватает освещения или неправильный уход, листья не будут прорезаться, поэтому монстера очень любит, когда за ней ухаживают правильно. Смотрите, все растения, все монстеры, они, безусловно, прекрасны, красивы. Вот эта монстера у нас уже достаточно большая, у нее высота около 80, может даже 90 сантиметров. Такая монстера выращивается примерно где-то 3, 4, 5 лет, чтобы достичь такого размера. Выбирайте монстеру по душе, выбирайте ее по внешним признакам, какая вам будет больше нравиться, потому что все из этих видов достаточно неприхотливы, с ними справится даже самый неопытный и юный цветовод. Любите растения, радуйте себя и своих близких, хорошего дня и прекрасного настроения. Ну а сейчас настало время узнать, что же нам советуют звезды на этой неделе.
Как мы знаем, неделя будет насыщенной не только на выходные, но и на культурные мероприятия. И на что нужно обращать внимание, каких знаков зодиака вам надо опасаться, мы узнаем из рубрики «Гороскоп». Овны. Овнам на этой неделе удача будет сопутствовать в личных делах. У одиноких есть шанс начать отношения с интересным, ярким человеком. В делах же карьерных положительных сдвигов не предвидится. Возможно, придется просить родственников о материальной помощи. Тельцы. Для большинства тельцов на этой неделе не будет невыполнимых задач. Приложив определенные усилия, вы сможете еще более укрепить свой авторитет как в профессии, так и на общественном поприще. Близнецы. Близнецы на этой неделе могут столкнуться с конфликтом на работе, в котором им лучше всего уступить. Отсутствие гибкости и терпимости с вашей стороны может привести к еще большим проблемам. Несколько осложнятся и отношения с супругами или родственниками, скорее всего, из-за финансовых вопросов. Раки. Раки на этой неделе не застрахованы от личных драм и невзгод. Высока вероятность пережить любовное разочарование. Особенно актуально это для тех, кто только что начал новый роман или мечтал о начале романтической связи. Львы. Львам на этой неделе суждено оказаться в эпицентре общественно важных событий. Есть шанс сыграть в них значительную роль, стать лидером. Львиные амбиции будут удовлетворены и в личных делах. Кто-то добьется взаимности от давней зазнобы, кто-то возродит в постоянном партнере жаркую страсть. Девы. У дев на этой неделе прибавится энтузиазма в работе и в жизни в целом. Прежде всего, благодаря своевременно полученной помощи близкого по духу человека. Вообще, желающих помочь вам делом, советом и даже деньгами в этот период будет немало. Среди всех этих доброхотов есть некто, кто втирается к вам в доверие. Весы. Весы на этой неделе вряд ли столкнутся с крупными затруднениями, но мелкие неприятности не исключены. Главные их причины – непонимание, отчужденность и раздражительность. Те, кто занят давней семейной расприей, будут вынуждены продолжить ее, хотя это неподходящий период для выяснения отношений. Скорпионы. Скорпионов на этой неделе может подвести чувство реальности, склонность тешить себя надеждами и мечтами. Поэтому, прежде чем начинать новые дела и отношения, надо все тщательно взвесить. Стрельцы. Стрельцам на этой неделе следует обходить стороной любые скандалы. Высока вероятность, что в ходе одного из них будет надолго прервана связь с близким родственником, другом или напарником по работе. Козероги. Большинство козерогов на этой неделе будут заняты исключительно собой и совершенно перестанут воспринимать проблемы окружающих. Что, как ни странно, только поможет им в работе. Перестав быть для коллег палочкой-выручалочкой, вы завершите, наконец, собственные накопившиеся дела и проекты. Водолеи. У водолеев на этой неделе не будет времени на раскачку. Предвидится немало событий, которые потребуют молниеносных решений и действий. Рыбы. Рыбам на этой неделе будет сложно проявить волю и инициативу. Придется действовать по чужой указке, да еще и в довольно непростых условиях, что для творческой натуры рыб станет серьезным испытанием. Также сейчас лучше не высказывать собственное мнение и не распространяться о своих планах. Ну а сейчас давайте узнаем, какие культурные события ждут нас в ближайшее время. Рубрика «Культурные новости» с Захаром Никитиным. Якутские режиссеры Степан Бурнашов и Дмитрий Давыдов в этом году выпустят новый совместный киноальманах «Эд». Съемки нового киноальманаха «Эд» уже начались. Данный проект будет логическим продолжением фильма «Эд», который рассказывал об отношениях и жизни людей в деревне. Истории в киноальманахе будут проходить в городе, а само повествование, по словам режиссеров, станет более динамичным и злободневным. В продолжение темы кино. После десятилетнего перерыва артисты творческой студии «Детсад» приступают к съемкам 4-й части кинокомедии «Кескиль». Главный режиссер картины Дмитрий Шадрин. В комедии снимутся Валентина Романова-Ческыра и Владимир Дормидонтов, Анатолий Кириллин. «Кескиль-4» станет 18-м по счету фильмом творческой студии «Детсад». Как отметил Дмитрий Шадрин, в новой части «Кескиль» встретятся герои разных
анимационных комедий студии «Детсад». Съемки будут вестись в кратчайшие сроки. На широкий экран фильм выйдет уже осенью 2023 года. В 2023 году по решению главы республики Айсена Николаева объем финансирования государственной программы по сохранению и развитию официальных языков Якутии увеличен до 100 миллионов рублей. Для сравнения, в 2022 году на эту программу было выделено 56 миллионов рублей. Среди проектов государственной программы создания сертификации по якутскому языку, образовательной платформы по изучению родных языков Террителлар, международного новостного портала на языках коренных малочисленных народов Севера с переводом на иностранные языки, приложений по изучению языков. Новый сезон в Государственном театре оперы и балета имени Соруна Омолона, который стартует 14 сентября, начнется с улучшенной акустикой и освещением. Использование нового оборудования позволит возвращать звук на сцену, чтобы исполнители слышали собственное звучание. Помимо этого закуплено 4 пушки следящего света и 10 светодиодных вращающихся прожекторов. Все это позволит зрителям театра насладиться представлениями по разным высочайшим стандартам качества. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. С января по май в России на 22% выросло число вакансий для медиков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также увеличились предложения по зарплате специалистам в сфере здравоохранения. Отмечается, что с начала года открылось 305 тысяч вакансий в профессиональной сфере медицины, фармацевтика. Всего сегодня работодатели ищут более 80 тысяч медработников. Чаще всего требуются врачи различных специальностей. Также нужны администраторы в клинике и медсестры. Рабочая группа во главе с первым вице-премьером Якутии Дмитрием Садовниковым приняла участие в объезде по объектам, задействованным в проведении 8-х международных спортивных игр «Дети Азии». Все объекты в Якутске выполняют все предписания надзорными органами, ведутся работы по их устранению. Всего для проведения соревнований по 22 видам спорта будут задействованы 16 объектов в столице региона. Но есть моменты, которых в свое время упустили наши строители. И здесь, конечно, нам надо торопиться, потому что при этом надо заметить, что на самом деле при, скажем так, при плане, если удачно все должно совпасть, мы можем эти работы закончить в этом году. Чего я желаю и чего я требую. Потому что в следующем году все равно, что ни говори, планов будет громадье. И чтобы их не оставить на следующий год, мы постараемся в этот строительный сезон успеть и выполнить. Более того, до конца года в Якутске завершат обустройство парковок, остановок и подъездных путей у объектов, которые будут задействованы в международных играх «Дети Азии». Работы по обустройству транспортной схемы к этим объектам планируется завершить до конца строительного сезона. Ранее глава Якутии заявил, что на ремонт объектов спорта к 8-м международным спортивным играм «Дети Азии» направят свыше 1 миллиарда рублей. Крупнейшие спортивные игры планируется провести в Якутске с 25 июня по 7 июля 2024 года. Специальная номинация для военных корреспондентов может появиться в национальной телевизионной премии ТЭФИ. Организаторы завершают работу над перечнем. Цель премии ТЭФИ – установление профессиональных ориентиров в сфере журналистики, направленных на благо интересов общества, содействие повышению просветительской и культурной функции российских СМИ, а также выявлению ярких и талантливых проектов. Напомним, в 2022 году прошло ежегодное вручение ТЭФИ «Регион». Вручение большой премии было отложено на 2023 год.
Министерство просвещения прорабатывает возможность начисления дополнительных баллов к результатам ЕГЭ тем выпускникам, кто получает серебряную медаль. Как уточнил министр, серебряную медаль будут вручать, если у выпускника в аттестате будет 1 или 2 четверки. Ранее идею о возврате практики получения серебряных медалей поддержала и председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Сенатор назвала правильной и понятной историю и ситуацию, когда ребенок получал высокие оценки и участвовал в мероприятиях, а после этого был поощрен медалью. Сотрудники экологического центра посадили более 100 саженцев ели и можжевельника. Посадку деревьев в городском парке провели в рамках всероссийской акции «Сад памяти». Саженцы ели привезли из Якутска, можжевельника из Кемерово. По всей России посадят 27 миллионов деревьев в память о погибших в Великой Отечественной войне. Акцию организовало Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». Данные породы деревьев, кустарников, они очень хорошо приспосабливаются к нашим климатическим условиям, они морозостойки и не требуют какого-то дополнительного ухода. Мы надеемся, что здесь после нас зацветет сад. К этому часу это все новости. Хорошего дня. Национальная вещательная компания «Саха» запускает новое приложение НВК «Саха». Здесь каждый житель нашей большой республики найдет себе контент по душе. Для самых маленьких здесь собрали собственные мультфильмы, а также российские хиты анимации, переведенные на якутский язык. Также в новом приложении доступны все 3 телеканала компании. Это НВК «Саха», «Якутия-24» и «Мамонт». И более подробно об этом новом продукте нашей компании расскажет начальник интернет-вещания НВК «Саха» Петр Васильев. Петр, доброе утро. Доброе утро, Руслан. Ну, расскажите, как пришла идея создать новое приложение и чем не устраивала старое? Идея создать новое приложение нам пришла в марте прошлого года в рамках акселератора вот этой государственной программы, которую мы делали совместно с Мининновацией региона. Чем не устраивало старое, оно в принципе было прекрасно рабочим. Единственный момент, у нас существовало сразу 3 разных приложения. Это приложение НВК Мамонт, приложение НВК, приложение Радио Т-Тим и подкаст Радио Т-Тим. И мы решили, значит, объединить всю вот эту нашу инфраструктуру в одно большое приложение. Причем добавив туда еще и телеканал Мамонт и телеканал Якутия-24. Изначально была идея создать не просто одно большое приложение, где зрители нашей телекомпании могли бы смотреть наши программы, но сделать целую экосистему такую, где будут и мультики, и сериалы, и кино, и различные рекламы, услуги, такую вот площадку своеобразную. Возможно, добавить туда даже афишу и раздел с блогерами, но это уже дальше в планах. Я думаю, мы об этом еще поговорим. А сколько сил и, главное, наверное, времени было вложено в создание нового приложения? Сил было вложено много, причем у нас задействована большая команда, и это все подразделения директора эфирного вещания, телевещания, интернет-вещания, радио. То есть у нас огромная команда работала над этим, средств было вложено много, собственно, как и, я думаю, сил, и мы продолжаем над этим работать. Ну вот пока у нас получается такое цельное приложение. И сейчас оно стабильно работает. То есть я правильно понимаю, что вот скачав это приложение новое, можно практически все, что вещает, все, о чем рассказывает национальная вещательная компания «Саха», все увидеть в одном месте? Абсолютно. А скажите, а где можно скачать приложение? Сейчас доступно для пользователей iOS и Android, соответственно, это Play Market и App Store. А какие цели и задачи вы ставите с появлением этого нового продукта? В первую очередь, наверное, я думаю, наша большая и главная цель — это объединение многих жителей нашей республики вот в этом одном месте за счет нашего контента, который мы производим, как ты уже упомянул в начале. Единая платформа для всего, то есть и мамы, и папы, и бабушки, и дети, все вот не отрываясь могут находиться, так скажем, в нашем приложении для каждого контент по душе. Но даже это удобно для тех людей, которые проживают вне республики, да, то есть, ну, это, считаю, уже практически из любой точки мира можно с помощью приложения. Да, абсолютно прав. Мы сейчас доступны более чем в 27 странах мира. Мы делали тоже исследования, где нас смотрят, как нас смотрят. Есть мы за пределами Якутии, ну, как, если говорить о стране, и за пределами страны нас тоже очень много смотрят для наших земляков, тех, кто как бы уехал, кто находится в других городах, но тем не менее всегда на связи с Якутией. А будут ли какие-то новые проекты в этом приложении? Что-то планируется?
Безусловно, планируется. Сейчас у нас доступны мультфильмы, сериалы и новостные материалы. В дальнейшем планируем запустить уже поддержку именно платформы для блогеров, потому что ряд блогеров потерял себе интернет-площадки. Вот мы хотим сделать такую вот нашу местную локальную интернет-площадку для и наших блогеров, возможно, и блогеров Дальнего Востока, которые будут заходить. Появится у нас в дальнейшем, я надеюсь, очень якутское кино, которое сейчас набирает обороты и не только в стране, но и во всем мире. Это пока в планах. Появится у нас возможность, опять же, афиши. Ну, если у нас есть, соответственно, кино, нужна платформа с афишей. И доступ, я думаю, к тем услугам, которые предоставляет компания, сейчас он тоже есть. Это у нас рекламное объявление. Но я думаю, будем только расширяться в этом плане. Угу. А те пользователи, которые уже скачали, да, вот старые приложения, пользуются ими, как им осуществить переход? Просто скачать новое? Да, объясню. Сейчас в Play Market и в App Store существует еще приложение НВК Саха. Это наше старое приложение. Существует новое приложение НВК. Пока мы оповещаем пользователей, говорим им о том, что переходите в новое приложение. В ближайшем будущем, я думаю, в течение, наверное, этой недели и, возможно, даже следующий ряд функций из старого приложения уже исчезнет, и постепенно мы начнем переводить пользователей уже с обновлением, с новым, которое появится уже в новое приложение. Угу. То есть вполне возможно, даже ничего самим скачивать не нужно будет. Очень хорошие новости. Сразу после эфира скачаю новое приложение. Ну и в завершение ваши пожелания нашим телезрителям. Ну, что я могу пожелать? Во-первых, скачивайте наше приложение для iOS и для Android. В эфире наших телеканалов регулярно появляются QR-кода. Самый простой способ. Ну и оставайтесь внутри нашего приложения, смотрите, слушайте и оставайтесь в курсе последних событий. Спасибо большое. Я напомню, что у нас в гостях в студии был руководитель интернет-вещания национальной вещательной компании «Саха» Петр Васильев. Большое спасибо за то, что посетили наш эфир с очень хорошими новостями. Ну и я думаю, что те, кто любит смотреть наши эфиры онлайн, для вас это очень хорошая новость. Можете сразу скачать приложение НВК Саха. Очень удобно. Это, кстати, я сам могу на своем опыте это сказать. Действительно, все под рукой, все в телефоне, тем более большое количество будет интересных проектов. Ну а мы желаем вам отличного, доброго утра и увидимся уже завтра на телеканалах Якутия 24 и НВК Саха.